Так, добрый день, приветствую. У меня снова в гостях Гарри Табах, редкий гость в последнее время. Гарри Табах, капитан первого ранга в отставке Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. И хотел с тобой давно поговорить на эту тему, про войну в Украине, которая сейчас там разворачивается. Ты ее застал, войну, имеется в виду, там в Украине. Гарри, где, как ты ее застал, и ты первое время, кажется, не до конца верил, что все-таки сумасшедший Путин пойдет. У Путина разведка, оказалось, работает хуже, чем твоя, Гарри. Он все-таки пошел на это. И где ты застал это, и почему ты не верил, что этот мерзавец нападет на Украину? Ну, это было с 23 на 24, в 4 утра вот первые взрывы начались возле моего дома, вспышки, и все такое. Потом пару недель я уже куролесил по Украине по разным причинам. Мгм. Сейчас это неинтересно, не в подробности вдаваться тоже не стоит. Там другие люди участвовали в этом и все. Я не совсем... Во-первых, салам алейкум, дорогой мой брат. Во-вторых, с праздником. Шалом. Мадан, да, Дякую. Дякую. да, видишь, я слежу у всех братьев моих мусульман. Поздравляю с Спасибо, Гарри, спасибо. праздником света. Вот, и весны. И хочу сказать, что он не совсем сумасшедший, как многие думают. Конечно, как у любого диктатора, у него психические нарушения, и он параноидальный психопат, но это не значит, что он сумасшедший в том там, смысле, что он там кушает козявки или там, я не знаю, кричит, прыгает, в таком роде сумасшедшие. Сумасшедшие те, которые с ним разговаривали, которые считали его рукопожатными, да. Вот мои чеченцы, друзья, они уже 30 лет говорят, с ними дело иметь нельзя, нельзя с ними дело иметь, никаких договоров, никакого рукопожатности. О чем? Вот ты говоришь, не говори про Байдена. Ну нахрена он стал с ним, завел с ним дружбу? Все, пошел, вот. Так сумасшедший не Путин и его окружение, сумасшедшие европейские лидеры, наши лидеры. Вот кто сумасшедший, зная наперед, что это будет больно, что это будет кровожадно, что это будет их самих разрушить, взять и пойти на такое. Он сохранял свою власть, он сохранял свою имперскую такие вещи. Поэтому я не совсем их понимаю. А вот чеченский народ прекрасно понимаю. Они все время кричали, мне кричали, говорит, нахрена вы с ним имеете дело? Зачем вы его приглашаете? Вы что, не понимаете? Если он мог это сделать, больше всего меня удивляют евреи, которые этого не понимают. Когда чеченцы говорят, если он сделал это с нами, он сделает это и с вами. А потом он сделает это и с украинцами, и с евреями, и с узбеками, и с казахами, и с белорусами, и со всеми остальными. Сегодня пришли за мной, я ничего не сказал. Сегодня пришли за евреями, я ничего не сказал. Завтра пришли за нетрадиционной ориентацией, потом пришли за католиками, я ничего не сказал. Потом пришли за коммунистами, я ничего не сказал. А потом пришли за мной, и некому уже было чего-то говорить. Но это же старые уже, как я не знаю, наши отцы и деды уже это понимали. А мы опять делаем то же самое. Вот что творят. Я тебе хочу просто зачитать, я записал, да, что они творят. Что они творят. Постановление правительства от 1 декабря номер 1887 ар о создании оперативной группы в целях организованного проведения мероприятий, спецопераций. Карательная операция, где убили и сожгли местных граждан в подвалах под руководством генерал-лейтенанта Романова. Захват больницы и роддомов федеральными войсками. Трагедия в одном из поселений. Обстрел крылатыми ракетами центрального рынка, где погибли сотни и сотни мирных людей. Сотни тысяч в лагерях беженцев и в скотских условиях.
вывезены люди в концлагеря. Видишь, что они творят? Расстрел военной авиации, мирных колоний беженцев под одним из городов. Сотни тысяч беженцев, ну сотни, вообще-то уже миллионы беженцев по всему миру. И, конечно же, мочить всех в сортире, как трусливых индейцев, всех, которые будут бежать от правосудия, ну, фашистов, нацистов, там всех их убивать. Представляешь, что они творят? Да. Если бы ты сейчас назвал бы, не назвал бы названия городов каких-нибудь, ты их не назвал, да, все то же самое, что ты Чечню. Вот я назову эти города. Алхой Мартаном, декабрь 1990 года, рынок Грозного и Шали, Да. трагедия в Алдах в январе 2000 года. Конечно же, я читал то, что они творили в Чечне. Чечне, да. Да. Ну, я хотел бы, ты скажешь, да, это ужасно. И я, мол, забыл сказать, что это в Чечне. Что ты подумал, потому что многим я это когда зачитываю и говорю, они говорят, да, это ужасно, потому что там у нас родственники. Там. Я говорю, нет, это Чечня. в 90-2000-е годы, да. Да. Чечня, Поэтому почему... Мне этот и Романов, и все это остальное о многом говорит. Наверное, да. Ну, генерал Романов, это такая фамилия, может быть, распространенная. Но я говорю, почему вы думаете, что сегодня у него какой-то другой стиль? Просто на большей шкале. Вот и все. Я об этом с тобой тоже хотел, Гарри, обязательно поговорить про методы. Почему, если он смог сделать с чеченцами, почему с вами, украинцами, он этого не может делать? Ему разрешили это сделать с чеченцами. Абсолютно. Он бы покупать Абсолютно, совершенно верно. Это потом он попробовал с грузинами. Все нормально. Все работает. Почему же он... Да. Почему вы думаете, что вы лучше их? Гарри, говорят, Харьков самый русский город в Украине, говорят. А Грозный был самым русским городом на Северном Кавказе вообще-то. Его тоже стерли с лица земли вместе с русскоязычными жителями этого города. Да, это так. Он был вообще интернациональный город, как Одесса. Там все жили в Грозном. Да, абсолютно все людей, которые жили в Грозном. Самый русскоязычный был. Много было. Но, Гарри, я о геноциде и военных преступлениях обязательно тоже хотел тебе задать эти вопросы. И вот ты сейчас, опережая вперед меня, затрагиваешь эту тему, тоже очень важно. Возвращая, раз уже затронули, ты сейчас видел, наверное, эти кадры, которые облетели весь мир, когда люди со связанными руками за спиной, просто застреленные там в затылок выстрелами, прям на улице лежат, рассказывают нам ужасные вещи, как потом по этим трупам проезжает техника гусеничная российская. И, это ужасные вещи. Это все было в Чеченской Республике. И вначале, когда вот эти тела, эти трупы я видел на улицах в Чеченской Республике, мне казалось, что-то, какое-нибудь такое, из ряда вон выходящее событие. Случайно танк наехал, случайно, прямо расплющенный человек лежит на дороге. И то же самое я вижу в Украине. Я вижу, как они наезжают на БТР, БМП наезжает на машину, просто проезжающую. Мне в Чечне это казалось вначале, что это, случайно наехали. Там, страх, бой какой-нибудь, он уходил от выстрела и наехал на машину. А когда сейчас мы это видим в Украине, мы видим, что абсолютно едет машина, просто никакого обстрела, ничего, выезжает этот БМП и наезжает на машину и раздавливает автомобиль. Это акты устрашения. В этом, без сомнения, это военные преступления, это акты устрашения мирного населения. Как ты следил, у тебя друзья чеченцы есть, и ты военнослужащий, офицер, и ты прекрасно знаешь, что это такое, что такое акты устрашения, что такое военные преступления. И эти вещи ты изучал разные войны, был на разных войнах.
видел все, собственно. Чем отличаются русские методы ведения войны от каких-либо других тех же террористических методов, террористических банд, которые ведут по всему миру теракты, Гарри? Расскажи, пожалуйста. И В том-то и сходство и дело, различия, если есть. в том-то и дело, что есть очень сильное различие между ведением войны и террористическими актами. Потому что ведение войны имеет свои правила. Ведение боя, отношение к оккупированной территории, ты должен ее снабжать водой, медициной, порядком. Очень часто под оккупированными территориями больше порядка, чем когда там не было оккупации, потому что ходят дисциплинированные, обученные солдаты, которые знают, как это делать вместе с полицейскими, потому что все-таки это полицейская функция. Есть Женевские договоры, где ты не можешь их нарушать, о военных преступлениях и так далее. Конечно, когда это дисциплинированная профессиональная армия, она ведет правильное ведение боя. Бывают ли там ошибки, бывает ли там, что называется, collateral damage, конечно же. Но оно часто расследуется, виновные их наказывают. Ведется цивилизованная, как бы можно сказать, насколько возможно, война, чтобы не страдало гражданское население. Потом у тебя должна быть цель войны. Для чего ты воюешь? Зачем? Чтобы уничтожить этот народ, чтобы уничтожить всю инфраструктуру, то это называется геноцидом. Это запрещено. Ты обычно воюешь, чтобы убрать какую-то опасность от этого правительства или от этой диктаторской власти. Поэтому демократические страны никогда между собой не воюют. Вот никогда вы не можете сказать, что две демократические страны воевали между собой. Демократическая и диктаторская, да. Две диктаторские обычно, да. А вот две, в нашем понятии, демократические страны нет. Они не представляют угрозу друг друга. Вот, они не воюют. Да. Они могут быть ругаться вместе, как в семье. Они могут там еще что-то делать среди, может попасться сумасшедший, но они его сдают в дурдом. А в диктаторских странах нет. Конечно, там, где диктатура, начинается война. Или с другой диктатурой, или с другой демократией. Вот, в принципе, факт налицо, что Украина абсолютно процветающая, расцветающая демократия со всеми изъянами, со всеми проблемами. И на нее нападает диктаторская страна, которая больше и сильнее. Потому что чувствует от этой маленькой демократии огромную угрозу. Сама ничего больше придумать не будет. И начинает вести войну, которая не с дисциплинированной армией, не с обученной армией, с рабами. Это рабы, которых насильно взяли, насильно обучали, которыми издевались, которых унижали. И теперь им дают оружие смертнесущее и бросают. И они не знают, как воевать. Они не понимают, что у войны есть правила. Вот, например, я участвовал лично в этом, мы посылаем дрон вооруженный, потому что мы знаем, где террористы сидят в этом доме, что они там собрались, и они что-то планируют. И мы этот дом хотим уничтожить. Они берут и сажают на крыльцо ребенка. И наш дрон летает, и мы видим этого ребенка. И мы не имеем права взорвать этот дом, потому что ребенок пострадает, гражданское лицо пострадает. Они это знают, и они это делают. И пока у дрона не заканчивается горючее, он возвращается. А они потом выходят и идут по своим делам. И нам надо за ними гоняться индивидуально. Когда, я знаю, что не хочешь, я его упоминал, но назову, нынешний президент Соединенных Штатов Америки вывел все войска наши, бросив наших союзников в Афганистане, он объявил, что нет, мы продолжаем воевать с бандитами, и наш дрон вылетел и летал, и мы уничтожили семью, гражданскую семью, которая пострадала дрон, потому что не в ту машину попали. Там были дети. По-моему, 7 детей погибло. Вот сегодня еще никто за это не ответил. Но за это должен ответить тот, кто это делал. И кто отдал команду на это. Не знаю.
такие тоже вещи получаются. Значит, получается. Конечно же, российская армия сегодня ведет террористического стиля войну. Захват больниц, уничтожение госпиталей, бомбить там, где школьники, там, где дети написаны, ну и так далее. Гражданское население. Потом страх у людей в какой-то... Они пытаются их запугать. Вот они не понимают, они не изучали искусство войны. Потому что война – это тоже своего рода, вот как ни звучит, это наука и искусство. Ты должен ее изучить, историю войны, и ты должен обладать довольно-таки искусством или талантом, или призванием. Допустим, любой офицер, и даже не должен иметь призвание пользоваться этой наукой и искусством этим. Не понимают, что в какой-то момент страх проходит. Да, сначала ты наводишь страх, потому что это страшно. Да, война – это страх. И ты хочешь запугать врага и противника, и ты хочешь запугать его окружение и гражданское население в том, что вы сейчас проиграете. Но это может продолжаться очень коротко и без убийства. Убийство здесь неуместно, потому что в какой-то момент в гетто мирные евреи теряют страх. Им больше не страшно. Они уже, их жизни обесценены, и им не страшно, и они начинают поднимать восстание, они идут в партизаны, они начинают сопротивляться. Даже те, которых этого нету в их существе, в их ДНК нету. Они там скрипачи, аптекари, там, я не знаю, люди мирные, очень мирные, даже, можно сказать, пацифисты. Они тоже, их жизни обесцениваются, и они начинают воевать, начинают защищаться. И тогда приходит СС или НКВД, начинает связывать им руки сзади, не разбираясь, кто есть кто, продолжают запугивание, но оно уже не работает. Связывать руки и стрелять в затылок – это истерика на их стороне. Это они уже проиграли. Все. Это народ не запугает. Гарри, это только поэтому мы видим. Это ужасные кадры, Гарри. Поэтому мы видим на живом примере с чеченцами. Вот ты скажи слово чеченец там, той же Украине, той же России, и это вселяет в людей страх. Почему? А потому что они уже бесстрашные, потому что они уже загнаны в такой угол, что им терять нечего. И только ты на них посмотришь косо, то смотри, сам будешь отвечать за свои действия. Потому что с народом сделали такое, что они уже бесстрашные, и они уже будут защищаться до последнего. До последнего. И они уже сразу же сбиваются вот в эти стаи, потому что им деваться некуда. То же самое было после Второй мировой войны с евреями. Таким образом, они смогли отбить Израиль. Поэтому вот эта война устрашения и уничтожения гражданского населения работает против тех, кто хотят быть оккупантами или освободить от чего-то. Гарри, я знаешь, чего не могу понять? Одно дело, когда захватывают территории, да, и когда русские начинают творить свои бесчинства. У меня есть этому объяснение, почему они это делают. Они пытаются запугать население, подчинить его и так далее. Я понимаю, когда они начинают обстреливать роддома, мечети и рынки. Этим то же самое, они пытаются запугать, да, они пытаются вселить ужас, да, в людей, как они это делали в Чечне, сейчас они это делают в Украине. Но когда они отступают связанными руками людей просто так расстреливать, какой в этом смысл им? Они же понимают, что следом идут западные журналисты, украинские журналисты, украинские следственные органы, которые это все будут фиксировать и завтра им предъявят. Они не боятся, что будут предъявлять им за военные преступления. Или же что это? Почему так? Ну, смотри, во-первых, они не совсем все знают. Это люди ограниченные, опять же, это рабы. Это надо иметь рабский менталитет. Им надо пожрать сейчас. Что будет потом, им по барабану. Поэтому
э, журналисты, они хотят, чтобы журналисты это нашли, чтобы журналисты это опубликовали. Мгм. Это опять же манера. Если бы не было журналистов, не было бы терроризма. Ну да. Если бы это не расходилось, и это не в упрек журналистам. Это просто так работает система. Они специально это делают на журналистов, чтобы это расходилось. И все в страхе, все гражданские, все в страхе, все боятся, что это с ними случится тоже. Такое, и поэтому, но это работает, опять же, очень короткое время. Те, которые это делают, они не будут в ответе. А им надо выжить сегодня, им надо остановить погоню за ними, и им надо уйти. А что будет завтра, и кого будут судить, так это не их надо судить. Это вот этих в Кремле и в Москве надо судить. Это они совершают эти преступления. Точно так же, как, опять же, я скажу, что болезнь сидит в Белом доме, а не на поле боя. И вот их судьба решается на поле боя, но сама болезнь, она там. Это, знаешь, как химиотерапия, надо лечить. И корни идут оттуда. То, что ты говоришь, они отступают, они не отступают. Вот я не думаю, что они не отступают. У них еще идут бои, и бои сильные. Да. И так не разрешится. Они отходят, чтобы перегруппироваться и ударить в другом месте. Да, они потеряли огромное количество и живой силы, и техники, и они перегруппировываются. Они уже мобилизацию объявили и в ДНР, и в ЛНР, и в Крыму, и в Приднестровье, и в Абхазии, и в Осетии. Кстати, в Осетии отказываются идти на войну. Тех, кого мобилизуют там, уже против них открыли тоже дела. И забирают много кадыровцев. Кадыровцев они гребут одним за другим. Да. И но кадыровцы не участвуют в боевых действиях. Тогда я хочу, чтобы люди понимали, что чеченцы, да, а кадыровцы нет. Чеченцы на передовой за Украину. А кадыровцы, они в заградотрядах. И вот недавно было видео, где два кадыровца подходят. Ты мне, по-моему, его прислал. И украинец ему показывает, что двое там. Он их предает, кого-то, кто прячется в доме. И кадыровцы говорят, идем. Кого ты думаешь, он предает? Украинцев, украинских солдат? Я не думаю. Он предает или российских солдат, или других кадыровцев, которые там прячутся. Он предает тех, кого они ищут из заградотряда. Это не украинцы. Они ищут своих, русских, которые дезертируют, которые боятся, которые где-то спрятались. Ну, может быть, может быть. Ну, понимаешь, как их же уже же это вышло наружу, уже же это везде печатается, говорится, что кадыровцев используют как приманки, как еще что-то. И ФСБ их постоянно сливает украинцев. И они все время попадают, их высаживают, и они попадают на обстрел моментальный. Таким образом, они проводят разведку боем, кадыровцы, они проводят разведку боем, не осознавая этого, не понимая, что их послали как раз в ловушку, чтобы выяснить, где украинские войска находятся и откуда они по ним бьют. может быть, я знаю, что потери были в самом начале под Гостомелем, да, или в Гостомеле это были. После этого кадыровских потерь не особо много я вот слышу, потому что и мы знаем, что начинаются когда массовые похороны. Они уже не на передовой. Да, да, они на самом деле, они готовились для того, я об этом много раз говорил, это такие путинское охранное предприятие, да, они занимались охраной Путина от генералитета и, конечно же, карательные функции выполняли в Чеченской Республике, чтобы поддерживать уровень страха в Чечне. Поэтому, и, конечно, то же самое они делают там. Ну, Гарри, я знаю, что хотел еще по поводу спросить. Методы, так, я возвращаюсь к Байдену.
хотел спросить по поводу Байдена. Он сказал, что война будет надолго, надолго, и что виноват лично Путин. Вот лично, что это война Путина. Определенной степени я согласен согласиться, да, соглашусь с тем, что да, это война Путина, но не только его, конечно же, и что это война надолго. Что имеется в виду, Гарри? Почему надолго и почему это только лишь война Путина? Это такая хитрость сказать, что не весь русский народ воюет, чтобы там как-то разделить, или же это реально считают, что если сместить Путина и вот его вот эту банду, Кадырова, там, кто у него там самые приближенные, Золотов, там, Патрушев и так далее, что с другими русскими можно сосуществовать и там дальше созидать, строить. Вот для этого это говорится. Как ты думаешь? Ну, смотри, он все время говорит что-то другое. Первоначально, наоборот, он говорил, почему мы не даем тяжелого оружия, или наступательного оружия, или противовоздушного оружия, берегового оружия Украине, потому что они там 3-4 дня максимум. Киев падет за 2 дня. Это открыто, это говорили наши разведки, это говорил министр Миллey, это говорил Салливан, это говорил Блинкен. Это вся наша верхушка говорила, что Киев, Украина падет, поэтому мы убираем свое посольство даже оттуда. Да. Поэтому будет, если значимое внедрение, незначимое внедрение. Говорил, какой дата будет нападение, все он это говорил. Поэтому теперь он говорит, что это будет долгая война. Сначала он говорил, что Путин убийца, и то и при нем он долго у власти не удержится. То, что говорит Байден, это, я думаю, что слушать уже глупо, потому что он сам не знает, что он говорит. Он говорит, что его внучка – это его жена, он говорит, что Камала Харрис – это президент, а он сенатор. Он вообще сказал, что он не понимает, почему Путин напал на Россию. Знаешь, он говорит разные вещи, которые слушать уже, это смешно. Но оружие для Украины он не дал, которым она может защищаться. А как же миллиарды, которые выделяются? Вот. Сейчас я тебе объясню. Это тоже. Это надо во всем разбираться. Просто так вот то, что ты услышал, это недостаточно. Они давали оружие, понимая, что украинцы пойдут в партизанскую войну, и вот они им дадут джавелины, немножко стенгеров, там немного снайперских винтовок, и то все это было подписано и выделено еще при Трампе. А при Байдене нет. Теперь, конечно, когда началась война, и еще до войны он предлагает Зеленскому уехать в Америку и развлекать наших, набрать на нее жить превосходно. На что Зеленский не реагирует. Потом, когда началась война, через несколько дней он видит, что украинцы отбиваются, что похоже, что они неплохо дерутся, что вот этот русскоязычный народ, оказывается, не хочет быть русскими, как ему рассказывали, как Салливан и как Бернс, который постоянно, начальник ЦРУ, наш глава ЦРУ, постоянно летает в Москву, о чем-то они там говорят, что их убедили, что они не хотят драться, они хотят быть русскими. Потом проведут референдум, раздадут российские паспорта, и все будет нормально. А тут они не хотят. Миллионы беженцев, миллионы внутри страны, за рубежом собираются. И он понимает, что дела идут не так, как должны были идти. И что украинцы, сейчас вот идет призыв в российскую армию, и вот думаю, точно так же выстроились очереди тысячами человек в военкоматы, где военкомат берет, по-моему, 1/3 из этих очередей в Украине. Потому что другие говорят, нам нечего вас вооружать, нам нечего вас... Только те, которые с боевым опытом, с военной, они только этих забирают. Там в Украине даже мобилизации нет, потому что больше, чем нужно людей. Все идут в территориальную оборону. Ничего этого они не ожидали. Ну и самое главное, они не ожидали, что этот клоун, этот актеришка, этот мальчишка окажется лидером, и окажется с хребетом, и окажется, это не Дудаев, боевой офицер и генерал. Этого парня они поставили, думали, что он драпанет первый, и все это закончится
а он оказался лидером, а он оказался человеком с яйцами, хребетом. Да, с характером, конечно, оказался Зеленский. Посылает его прямым курсом за кораблем русским, не сворачивая ни вправо, ни влево, полным вперед, и требует оружия. Требует и требует оружия. Месяц идет война. Все говорят, слушайте, им надо дать оружие, они должны защититься. Мы рассчитывали все, что они уйдут в партизанскую войну, и мы будем вот так их снабжать, чтобы просто Россия истекала кровью. Конечно же, теперь некоторые страны понимают, что опасность, во-первых, исходит от Путина и от России, что следующее это будет балтийские страны, потому что им тоже надо будет коридор пробивать к Калининграду. Он изолирован из-за санкций. Потом Польша. Уже на Польшу залетают самолеты, бомбят возле Польши. Они понимают, что если Украина падет, то это будет их. Байден говорит, подождите, он может тогда использовать ядерное оружие. Но у нас же тоже есть ядерное оружие. Зачем оно тогда нам? Он сразу же убрал опцию, что наши войска будут в этом участвовать. Мы никогда этого не делаем. Никогда. У нас всегда опция есть, что мы используем наши войска где-то. Для этого у нас есть морская пехота, то есть экспедиционные войска. Для этого у нас есть авиационные группы, авианесущие, морские. Это для нападения на какую-то страну или на какую-то территорию. У нас есть стратегические бомбардировщики. Путин понимает только силу. И вот им начали давать, слава богу, тяжелое оружие. Противовоздушную оборону давать начали, дальнобойную артиллерию начали давать, уже прибыло. Уже вчера сбили пару самолетов и вертолетов этой противовоздушной обороны. И надеюсь, но дает это не Соединенные Штаты, а Великобритания. А Соединенные Штаты пока что только обещают. А когда Польша, Чехия, Словакия, по-моему, Болгария хотели дать для защиты неба МиГи, Байден запретил. Сначала Блинкен из Госдепа сказал да, потом Миллey из Министерства обороны это понятно. сказал... Даже только лишь политическая поддержка США, она дорогого стоит. Нужно признать. Соединенные Штаты, конечно, особое государство, которое даже если говорит, что мы вас поддерживаем, это уже хорошо. Ну, нужно согласиться, что дали $1 миллиард. Я с этим никогда не соглашусь. Потому что Путин и такие диктаторы, и мы это сегодня видим в Иране, видим действия в Израиле, когда сегодня в Израиле каждый день люди гибнут. Они видят слабость Соединенных Штатов. Исход из Афганистана, они видят, что мы бросили своих союзников-натовцев, что НАТО уже сегодня не существует таким образом. Они и говорить, что не надо, вы злите Америку там, или вы нас поссорите с Америкой, бояться этого нельзя. С Америкой никто вас не поссорит. С этой администрацией, и эта администрация тоже должна понимать. Другие страны же не боятся давать. Почему мы боимся? И это болезнь, которую надо излечить. Если эту болезнь не излечить, и когда Байден говорит, он говорит, Путин не удержится у власти со мной, когда я буду президентом долго. Наврал. Он говорит, что он убийца, что я с ним не буду такой ласковый, что я дам. Преступник теперь уже. Это не работает. Это уже не работает. Поэтому это и есть болезнь. И сегодня другие страны уже стали организовываться без Соединенных Штатов Америки и защищать Украину, и давать ей оружие. Надеюсь, что у нас все-таки еще демократическая страна, и уже больше месяца Украина проливает кровь, они все ждут, он все ждет, думает, что это так и будет. Но уже понимает, что Украина не проиграет, и Россия. И вот я надеюсь, что скоро мы начнем давать реальное оружие Украине, с которой она сможет воевать. Но первоначально сказав, что мы никогда не будем использовать наши войска, первоначально сказать, что если будет не внедрение незначимое, убрать наши посольства со страны, это приглашение Путина зайти на украинскую территорию и начать войну. Гарри, тогда вот здесь тогда. А может это было интересно Западу и Соединенным Штатам, чтобы Путин все-таки втянулся в эту войну, а потом уже был бит.
кто-то же должен был бить, дать в нос этому русскому медведю, в конце концов. Это было сделать и сразу, это можно было сделать и при Чечне, это можно было сделать при Грузии. Но при Он Чечне не напал на, сделали, при Грузии не он напал, сделали. он напал на Грузию, а теперь он думает, почему это они будут делать с Украиной, и не делают. Нам первоначально ничего не делали, бросили Украину на раздербание. Он зашел в Грузию, Буш сразу же привел наши войска, наши корабли в Черный морский бассейн. Он сразу ушел, ничего не сказав. Потом пришел Обама с красной кнопкой перезагрузки. Он сразу захватил Крым и начал войну на Донбассе. Никто ничего не сказал. Сбил самолет, ничего не сказали. Было предательство в Бенгази, тоже промолчали все. Все, они могут это делать. Потом пришел, ниоткуда не возьмись, это исчадие ада, ненавистный нам, Трамп. Он сразу же отрезал бошку ИГИЛу, а не ИГИЛ ему. Он сразу же уничтожил Аль-Каиду, сбросив самую большую нашу бомбу на Тора-Бора. И он сказал, игиловцы, вагнеровцы сунутся, убил этих всех. Что Путин сделал? Ничего, сидел тихо. Залетел на 40 секунд российский самолет на территорию Турции, он его сбил какими-то помидорами. Использовал химическое... Гарри, это все сразу... понятно. Это я все понимаю. Может быть выгодно было не чтобы сидел Путин тихо, мирно, а чтобы он наоборот втянулся в войну. Зачем? Можно было его уничтожить и так, санкциями. Трамп его уничтожал ценами на нефть. Опустив, мы когда были самыми большими экспортерами нефти, нефть была дешевая, Россия гибла. И он сидел тихо, и Иран сидел тихо, и Северная Корея. Так чего сейчас говорить может быть? Я тебе, с уважения к тебе, я не скажу этими словами, я знаю, я понимаю чеченскую культуру, но скажу словами Путина. Если бы у бабушки были, то бабушка была бы дедушкой. Поэтому если бы нет. А вот я говорю факты, что было при Трампе, и как он действовал, и как он его уничтожал, закрыв все консульства, опустив цены на нефть, выбив его как самого большого торговца оружием, а у него самый большой покупатель была Индия, а сегодня это Соединенные Штаты Америки. Это тоже сделал Трамп, это тоже договорился об этом Трамп. Но поэтому болезнь надо понять. Болезнь исходит из Белого дома, когда они открыли ему путь и спровоцировали напасть на Украину. И сегодня за такую цену, я считаю, это очень высокая цена и большая опасность, потому что он, правда, может врубить ядерное или химическое оружие. Но это чрезвычайно высокая цена, когда его можно было уничтожить экономически. И это происходило. Но все хотели Байдена, зная, что при Байдене было с Украиной, что при Байдене было с Грузией. Я имею в виду, что ответов не было. Что было в Бенгази и так далее. Это предательство. Что как Байден предал вьетнамцев в 1975 году, предал Афганистан сейчас, что диссидентов в 80-м году, когда он приехал в Советский Союз, как он их предал. И вот этого предателя требуйте, потому что он сказал. Так Путин тоже сказал, что при нем чеченцы будут жить очень хорошо и богато, и спокойно, и будет мир в Чечне. Путин тоже это говорил. Так давай будем говорить, что Путин сказал, а вы взяли и все испортили. Гарри, тогда вот возвращаясь к чеченским и украинским радикалам, есть украинские нацисты, которые весь мир уже угрожают всему миру, и были чеченские исламисты, которые, да, правый сектор, кстати, он за тобой, и угрожали и чеченские исламисты, которые тоже весь мир, такое исчадие ада для всего мира были. И это очень похоже, что сейчас происходит с Украиной, когда выделяют отдельную группу каких-то Еще одни были сионисты. Да. Сионисты это тоже плохие дядьки. Да, кстати. И тот, кто хочет жить у себя на своей родине, он плохой, да. Остальные все хорошие, а вот эти плохие.
Так вот, смотри, выделяют, я вот наблюдаю за Азовом, как они обсуждают Азов, какой-то там нацисты, националисты там и так далее. И то же самое я наблюдал, когда происходила исламизация, да, чеченского сопротивления. Сперва вроде бы это казалось, ну, как бы, ну, ничего особенного, потом это потихонечку становилось уже в порядке вещей, и в конце концов это становилось уже такой аксиомой, которая, ну как это так, чеченец, он же исламист, это вообще, это даже не обсуждается. Хотя вчера еще Джахар Дудаев, на весь мир известный человек, боролся, был демократических взглядов, боролся, вел национально-освободительную борьбу. Сейчас же мы смотрим на каких-то националистов, у которых президент еврей, которые, ну, как бы, нормальные, абсолютно адекватные патриоты. Но через какое-то время, если они начнут проигрывать, в первую очередь, на поле боя, потом информационно, то в конце концов они станут исчадием ада, которым стали чеченцы. И вот ты человек, который очень хорошо разбирался вот с этими вещами, да, там, исламизмом, терроризмом там, и так далее. Вот ты видишь ли параллель между тем, что вот украинские националисты, они вычленяются отдельно, и потом как бы война идет не по захвату всей Украины, а вот борьба, вот законная борьба с радикалами, с националистами и так далее. Видишь ли ты параллель между и Дорогой мой, никто ничего не придумал нового. Это старые схемы. КГБшные Это методы? КГБшные сионисты, это они расисты, они Да. плохие. Чеченцы, они исламисты. Потому что и вот эти вот тоже нацисты, это Азов. Кстати, первый командир Азова был еврей, религиозный, Натан Хази. И потом был у Белецкого, тоже носил это, Голда Маир книгу у себя, потому что говорил, я украинский сионист, я за Украину. Поэтому они ничего нового не придумали. Почему? Потому что, да, в такие группы, я себя тоже включаю в эту группу, входят люди, которые готовы драться за это, которые готовы, они больше агрессивные, допустим, чем средний человек. И во время войны их становится всегда больше и больше. Они, как сказал генерал Лебедь, нету солдата злее или лучше, чем того, у которого убили всю семью. Ему терять нечего. Он будет, его жизнь уже ничего не стоит. Он хочет к ним, туда, с ними быть. Поэтому, когда мы воюем, даже мы воюем в Ираке, в Афганистане, у нас правило было, что гражданское население трогать нельзя, потому что ты убьешь одного из них, и у тебя будет 20 террористов на руках, потому что остальная это еще семья и пойдет. военные преступления трогать Это, помимо этого, ошибки даже, вот эти ошибки даже, если там collateral damage называть, это очень опасно, это работает против тебя. Попадаются среди... Поэтому идут, конечно, туда идут люди такие с более агрессивными намерениями. Драться за свою страну, то есть убивать врага. И вот сегодня Азов, они в Мариуполе, в окружении, они не хотят выходить, они дерутся до последнего. И русские не могут взять Мариуполь, уже стерли его с лица земли. Но они там засели, они там закопались, и они там сидят. Это патриоты. Это так же, как в гетто в еврейском. Не закопались эти дети и дрались до последнего. Что они думали, что они разобьют вермахт таким образом? Нет. Но они решили, что они все равно умрут, но хотя бы умрут на своих условиях и умрут как люди, а не как скот. И то же самое чеченцы. Почему они Грозный не могли столько взять? Какая-то кучка чеченцев, которая вооружена калашами и РПГ в лучшем случае, не дают им зайти, армии, такой армаде. Потому что попадаются ли среди этих людей идиоты или там, психи какие-то? Конечно, попадаются. Конечно, туда и заходят. И сумасшедшие какие-то исламисты попался туда. И какой-то нацист попал туда. Или какой-то псих, который после концлагеря с больной психикой и хочет как-то там отомстить, или черт его знает, что у него в голове. Конечно, попадаются такие люди в такой компании. Они, конечно же, хватаются за это и раскручивают, вот это сионист, это исламист, это нацисты,
Это все вот эти плохие дядьки используют. Поэтому, конечно же, когда в таких группах, они обычно сплоченные, они обычно уже там битые ребята, они должны выискивать их, выискивать и от них избавляться. Проявляется это у человека может сломаться психика в таких ситуациях, и он может начать творить беду. Поэтому нужно их, конечно же, таким образом от них избавляться, потому что они придают плохую славу. Плохую славу этим. Это все сложно делать, потому что только что был в бою с этим человеком, он только что тебе спас жизнь, да, и тебе его теперь как-то чувствуешь себя предателем, просто потому что он взорвал гражданский дом. Может быть, это и спасло тебе твою жизнь. Сложная ситуация, да. Война Сложная. есть Но война, как говорится. пропаганда, КГБшная пропаганда, я уверяю тебя, что они скажут, что связанные руки, и пуля в затылок, это не нашими особистами, это не нашими ГРУшниками или КГБшниками, это не кадыровцами, это сами вот правосеки сделали, или Азов. Это да, это понятно. Но И опять я хочу сказать, что, опять же, сегодня наша власть в Соединенных Штатах Америки объявила Азов террористической организацией, боевой террористической организацией. Что Азов – это террористическая организация, нацистская, российская, белая супремаси организация. интересно. Да. Гарри, наше время с тобой подходит к концу. Я, Спасибо. знаешь, да, я бы буквально последний вопрос, тоже очень важный вопрос, именно с военными преступлениями связанный. Вот в одном ряду стоит вот мародерство. Именно мародерство даже не местного украинского населения, которое уже изголодавшись, да, просто чисто чтобы прокормиться, что-то грабит. А вот то, что делает оккупационная российская армия, которая загружает просто, я не знаю, ношенными носками, использованными там телевизорами, холодильниками, вот причем бросая технику, бросая вооружение, уносят вот это. Как вот это было и в Грузии, и в Чеченской республике, фашисты, русские фашисты, имперцы так поступали. И сейчас мы видим то же самое. Это все армии так поступают? Или же кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени? И вообще, как историк войны, может, ты бы тоже мог бы открыть, пролить свет на эти преступления? В армии, в уставе, это высшее наказание идет. Почему? Потому что как только армия начинает мародерствовать, то она уже не армия. Все, она потеряла статус армии. Наполеон ушел из Москвы не из-за морозов. Он вышел из Москвы до морозов. Почему? Потому что армия стала мародерствовать. Как только армия стала мародерствовать, она бросает оружие, она не хочет воевать, она хочет грабить, и с награбленным вернуться домой. Это психологический надлом над армией, над военными. И остановить это ужасно. В конце Второй мировой войны в советской армии за мародерство расстреливали на месте. Полевой суд и на месте расстрел за мародерство. Но мародерство было такое обширное, мародерство и насилие, что остановить его невозможно было. Сколько они не отстреливают. Почему? Потому что Жуков сам был мародер. Потому что командование сам мародерство, они себе домой эшелонами отправляли награбленное. Почему они сегодня не хотят этого там отдавать всего? Потому что нам придется отдать все. И библиотеки там вот Шнирсона, еврейские, почему они не хотят это отдать, еврейские? Потому что, понятное дело, что им придется все награбленное отдавать. Поэтому, когда начинает армия заниматься мародерством, она более не армия. Но так как армия рабская, недисциплинированная, нищая, они этим занимаются. И это не армия, поэтому они не боеспособны. Бандиты. Это мародеры, да. Ну а в России все равно же это видно. Вся эта коррупция, все это воровство, все это же часть общества. Это неотъемлемая часть общества. Поэтому в Украине, в вооруженных силах там, и в территориальной обороне они очень строго следят за тем, чтобы мародерства не было. И они показывают на видиках везде, где мародеров берут, привязывают к столбу и наказывают. Да. Чтобы другим было...
Ну, это среди Вот, местного населения. А вот важно то, что именно делает это регулярная оккупационная армия, несущая мир, несущая процветание, там, прогресс, и занимается вот да. таким. Ну, там это, слушай, это не дисциплинированное, не организованное, и потом солдаты эти, они не внутри кольца вокруг Москвы, они не из московской тусовки или ленинградской. Это в основном бедные, необразованные обезьяны с гранатой. Да, я думаю, и Москва тоже не особо отличается от всей остальной России. Просто доводилось проживать там и А общаться. Люди необразованные есть, взрослые люди, москвичи есть, не умеющие читать просто. Представь? смотри, Асланчик, помимо высшего образования надо еще иметь среднее мышление и хотя бы базовое воспитание. Когда у тебя высшее образование есть, а среднего мышления нет и базового воспитания нет, то высшее образование тебе ничего не дает. Я Москву привожу пример как Жукова. Они занимаются мародерством, грабежом всей страны. Да, Потом эти рабы идут и занимаются это с другими. да. Это тебя отца твоего дедушка бил, насиловал. Ты будешь своего сына бить, насиловать. Это психологический надлом над народом. Это больное общество, что называется. Везде есть изъяны, везде есть проблемы, но есть больное общество и есть здоровое общество. Вот у нас в Америке, допустим, очень много проблем. Ну, в целом у нас здоровое общество, как правило. В России тоже есть здоровые люди. Есть, но это как исключение к правилу. В основном это больное общество, если его можно назвать обществом. Да, спасибо тебе, Гарри, за интересную беседу. Спасибо за то, что нашел время ответить на мои вопросы. Я думаю, мы с тобой будем почаще пытаться выходить. Буду тебе задавать, буду тебя почаще мучить своими вопросами. Спасибо. Вот Спасибо большое. Всего самого хорошего. Пока.